Твой поход на вечерний Ургант. Давай поговорим о нем. Я чувствовал с этим всем комплектом себя очень особенным в Беларуси, потому что Беларусь, в отличие от России, не мусульманская страна. Ты согласовывал шутки заранее? Нет, очень надо признать, я признателен редакторам. Они прям там не лезли в материал, они просто такие: прикольно, расскажи, и все. То есть ты им озвучил, что у тебя будут шутки про мусульман, про религию? Они такие: да, окей. в итоге вышло вот это как раз рок-н-ролльно, что в эфире Первого канала у меня и про расчлененку там взрыв, и про бабушка-шлюха, и в итоге и политический лозунг. Да, и при этом, как ты уже сейчас сказал, ты позволил себе политический лозунг, который, тем не менее, ты закопал в шутку, и поэтому никто не понял. Ребят, в конце хотелось бы сказать: свободу Фахраддину Аббасзаде. Это ничего абсолютно не значит, но звучит так эпично. Чем в итоге закончилась история твоего дяди? Тебе удалось добиться того, что ты планировал? Конечно, нет. Об этом написало очень много СМИ, и свою задачу я выполнил. То есть внимание я привлек. Но тут дело гиблое, потому что это разговор о купле-продаже между двумя государствами. Просто для России это вопрос денег для каких-нибудь генералов. Типа вот азербайджанское правительство такое: вот кому-то ему завести $1 миллион, все, этого депортировать, все. Незаконным образом, вы представляете, человека похитили из СИЗО. Похитили. Легко похитить СИЗО в России? Да. И, вот он уже на границе, вот он уже в Азербайджане. Все это произошло каким-то неожиданным образом. Просто человек пропал из СИЗО. Сейчас он в Азербайджане? Да, в тюрьме. Amnesty International выпустила материал на эту тему, что это незаконно, это политически заключенные, что это не круто так делать. Но даже азербайджанские правозащитники стесняются говорить, как все есть. Они все равно такие: он был как-то против территориального единства Азербайджана. Причем человек, каким образом человек может быть преступником, если он что-то говорит? Это всего лишь слова. Вы чего? Вы правозащитники или долбоебы, которые просто следуют политической повестке в стране? Это не круто. Но это многие писали: я тут думал, политический лозунг, связанный с Россией. Это никак не связано с Россией. На самом деле с Россией это очень связано. Потому что это из России человека украли. Это та же коррупция, это та же дерьмовая политика внутри страны. Это говорит, а что если генерал, который это сделал, потом также дал приказ задержать Голунова? Тот же человек задержать Голунова, предположим. Тогда это имеет отношение к России. Меня это, конечно, обижало. Вообще меня обижает, что люди так узко мыслят в плане государства, что это к нам отношение имеет. Да ебать, какое отношение имеет это ко всем. Все, что происходит на просторах бывшего Советского Союза, имеет отношение к России прямое. Это без ведома России и без участия России почти ничего не происходит.